Добрый вечер. Якутия-24 продолжает работу в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов. Смотрите сегодня в выпуске. Скорой помощи Якутии 90 лет. Как работает скорая сегодня? Какие есть проблемы и перспективы развития? Якутия и фонд Сколково сотрудничают. На полях международного форума «Открытые инновации» в Москве стороны провели рабочие встречи. Шаг в будущее в профессию. В республике стартовал 15-й юбилейный форум. Сюжет о его значимости и планах на будущее. А кто такие финансики? Смарт-библиотека Якутска выпустила серию коротких мультфильмов по финансовой грамотности. Хозяева состязания определены. Стало известно, какой район получил право принимать спортивные игры народов Якутии в 2027 году. На следующей неделе глава республики Айсен Николаев обратится с посланием к Государственному собранию Илтумен-Якутии. Традиционно в своей речи к народным избранникам он подведет итоги уходящего года и обозначит основные задачи, стоящие перед республикой в будущем году. Отметим, что ежегодно в послании Айсен Николаев обозначает стратегические направления развития региона как на ближайшую, так и долгосрочную перспективу. В этом программном документе будут отмечены основные векторы работы парламента, правительства республики, органов местного самоуправления, предприятий и организаций региона. Прямая трансляция послания будет вестись на страницах социальных сетей главы республики, а также в эфире НВК Саха Якутии-24 и на радио Тятим. К эпидобстановке. 240 человек заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки. 50 из них – это дети. В отделениях реанимации уменьшилось количество тяжелых больных, но врачи борются за жизнь 16 крайне тяжелых пациентов. Наиболее напряженная обстановка остается в Мирнинском, Нерынгринском, Алданском, Алекминском, Нюрбинском районах. Ну а в столице, в Якутске, ковидом за сутки заболели 90 человек. В Мирнинском районе 26, в Нерынгринском 25, в Алданском 21, Алекминском 20, 11 заболевших в Нюрбинском районе, 10 в Мегино-Хангаласском, 9 в Сунтарском, 8 в Амгинском, 7 в Хангаласском. Данные на ваших экранах. Первым компонентом в республике привито 492 709 человек. Это составляет 68,7% взрослого населения. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, многие из вас прививались в начале января и, соответственно, по май месяц. В связи с этим для этих граждан уже наступил период ревакцинации. В связи с чем в целях создания коллективного иммунитета приглашаем вас на ревакцинацию в наши учреждения здравоохранения. А также можете вызвать бригаду для того, чтобы медицинская бригада поставила соответствующую прививку. Обращаем внимание на важность ревакцинации, особенно тех, кто прошел вакцинацию в первом полугодии 2020 года. Что касается омикрона, то в Якутии не выявили ни одного факта заражения новым штаммом. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора Маргарита Игнатьева. Как пояснила главный санитарный врач, для недопущения завозных случаев нового штамма в Россию ведомство утвердило алгоритм действий. Так, граждане, прибывшие из ЮАР и стран африканского континента, также Гонконга, подлежат обязательной изоляции в обсерваторах на 14 дней с прохождением двукратного лабораторного исследования. Тем временем 11 человек привлекли к ответственности в республике за распространение недостоверной информации о вакцинации и действии системы QR-кодов. Отмечается, что фейковая информация касается недостоверных сведений по поводу негативных последствий на здоровье человека после получения вакцины с призывом населения к массовым нарушениям общественного порядка. 11 фактов распространения фейков доведены до административной ответственности. Общая сумма штрафов – 210 тысяч рублей. Скорой медицинской помощи Якутии 90 лет. Юбилейная дата для всех сотрудников станции – важное событие. Как работает скорая сегодня? Хватает ли врачей? Насколько возросла нагрузка на медработников в период сложной эпидобстановки? Все это в репортаже нашего корреспондента Мадины Халиковой.
скорая 101? Ага, направление с чем у вас будет? Пневмония, да? Контакт с коронавирусом был, нет? Ребенок, да? Ага. Бронхопневмония. Температура есть? Помочь разобраться с диагнозом, разъяснить людям, как и какие лекарства принимать при симптомах. Это сердце якутской станции скорой и диспетчерская. Сюда из всех концов города, а порой и районов, поступают звонки от граждан. Вопросы всегда разные, а случаи порой не требующие отлагательств. В смене 3 диспетчера работают по 13 часов. Иногда нет даже минуты личного времени. Нужно срочно отправить бригаду на вызов. В полной готовности врачи с раннего утра. Ведь приехать по адресу нужно не более чем за 20 минут. Рабочий день наш начинается без 15:08 утра, и работаем мы 12 часов, либо день, либо ночь. Начинается наш рабочий день с приемки смены, переодеваемся и заступаем, ждем вызова. Нагрузка, да, возросла. В основном это идет нагрузка на педиатрические бригады. Увеличилось количество вызовов к детям с поводом температуры. В основном. 1,5 года врачи словно военные на передовой в борьбе с пандемией. И нагрузка на всю систему здравоохранения возросла в разы. Для пациентов с признаками ковида работает отдельная инфекционная бригада. Всего же на город 25 круглосуточных групп. В самой системе трудятся более 570 человек. Материально-техническое оснащение для скорых каждый год стараются модернизировать. А учитывая, что 2021 для станции стал юбилейным, ей исполнилось 90 лет, медикам проводят обучающие семинары. Нужно сказать, что ежегодно распоряжением правительства Российской Федерации выделяется около 5000 машин скорой помощи, из которых, конечно же, к нам тоже приезжают эти машины. Например, в этом году было выделено 18 машин скорой помощи, которые были полностью оснащены всеми медицинскими оборудованиями. Мы все переходим сейчас на автоматизированную систему управления скорой медицинской помощи, в том числе переход на единый номер 112. Автоматизируется эта часть в районах. Для них будет проведен семинар для того, чтобы переход был более комфортным, скажем так, да. Уже в пятницу сотрудников станции скорой помощи будут чествовать в рамках празднования 90-летнего юбилея. Но даже в праздничный день работа медиков не прекратится ни на минуту. Мадина Халикова, Владимир Павлов, Якутск. Абилитационный центр «Особый ребенок», работающий с детьми с аутизмом и другими нарушениями психофизического развития, выиграл грант главы Якутска на 200 000 рублей. На эти средства приобрели оборудование по сенсорной интеграции. Это целый комплекс различных тренажеров, которые теперь дети дошкольного возраста будут осваивать вместе со своими педагогами. Сюжет нашего корреспондента Ульяны Шагиной. Здесь все оборудование специальное, все сертифицированное, сенсорные дорожки. Различные тактильные мячи, дорожки, сенсорный гамак. Дефектолог Людмила Закирова с воодушевлением рассказывает о новых приобретениях. Она тоже мама ребенка с диагнозом аутизм. Раньше работала экономистом, но чтобы помочь своему ребенку, связала свою жизнь с этим центром. Да, с ребенком с аутизмом очень сложно работать, потому что сначала ты составляешь сенсорный профиль ребенка, опрашиваешь родителя, смотришь на как ребенок развит, да, и ты должен подобрать ему такое занятие, которое будет ему и интересно, потому что у нас занятия в игровой форме проходят, и также полезно для здоровья, чтобы развивались все его сенсорные системы. Расстройство аутистического спектра или аутизм – очень сложное мозговое нарушение, которое влияет на ребенка в целом. Таким детям сложно интегрировать с миром и обществом, так что все усилия и родителей, и педагогов направлены на то, чтобы раскрыть ребенка и приучить его к простым социальным навыкам. Он удивился, что я здесь, он обычно непривычно ему здесь. Молодец. Для 9-летнего Алгыза непривычно видеть маму в центре. Обычно детки здесь занимаются без родителей. В этом году он впервые стал школьником. Но, несмотря на это, посещает центр как дополнительное занятие 2 раза в неделю. Здесь наши педагоги, руководители, все для нас уже родные люди. Здесь нас все понимают, принимают сына таким, какой он есть. Мы очень любим нашу студию и хотим, чтобы она дальше развивалась и чтобы она всегда работала. Большое внимание здесь уделяют развитию мелкой моторики. К примеру, арт-терапия – одна из действенных способов развить координацию рук. Во время творческих занятий педагоги лучше чувствуют внутреннее, эмоциональное и психологическое состояние ребят. Ему это очень нравится. Кристина сейчас как раз-таки увлечена обучением, разные личные тактильные ощущения. Да, молодец, Кристина. Все, она убегает у нас уже. Давай докладывай.
каждым ребенком так индивидуально, да? Да, с каждым ребенком у нас проходят индивидуальные занятия. Центр «Особый ребенок» – общественная организация. Создали ее родители детей с аутизмом в 2013 году без государственной помощи. Сегодня это место практически единственное в Якутске, где дети с такими нарушениями могут получить полный комплекс различной помощи. У нас проводятся индивидуальные занятия, групповые занятия для дошкольного возраста, групповые занятия «Росток» для школьников и групповые занятия для взрослых ребят плюс 18 снегири. То есть мы детей сопровождаем со дня обращения к нам до взрослой жизни. У центра нет собственного здания. Эта заветная мечта педагогов и родителей пока остается несбыточной. Между тем, для размещения всех групп приходится арендовать несколько помещений в разных частях города. Уже совсем скоро истечет срок их аренды. Это значит, центру вновь придется искать, где разместиться. Такой вот неудобный бонус для тех, кто занимается таким важным делом. Ульяна Шагина, Артем Алексеев, Якутск. В Министерстве имущественных отношений Якутии рассмотрели итоги реализации проекта под названием «Эффективный регион» в текущем году. Напомним, Министерство в 2020-м стало пилотной организацией по внедрению в Якутию этого российского проекта. Его главная задача – оптимизация и улучшение административно-управленческой деятельности различных организаций. Только в этом году для оптимизации своих внутренних рабочих процессов Минимущество разработало и внедрило среди своих сотрудников 3 проекта. Один из них – сокращение отчетности по предоставлению земельных участков многодетным. Итог этой работы – специалисты стали потреблять меньше времени на подготовку отчетов, количество видов отчетов стало в 9 раз меньше. За вот этот период, то есть мы получили колоссальный опыт, наши специалисты прошли обучение по бережливым технологиям. В целом это у нас, можно сказать, что житейские наши процессы, да, вот вплоть до того, как отнести бумажку, то есть ее отнести через 2 человек, там, согласование получить и направить письмом на почту, да. То есть в этот процесс мы тоже смотрим, их оптимизируем, чтобы не было лишних движений, получается, чтобы люди не тратили максимально малое количество времени на вот эти вот мелкие, даже, казалось бы, процессы, да. Ну и вплоть до, если до серьезных процессов говорить, да, то это внесение изменений в нормативно-правовые акты, то есть, которые регулируют тот или иной процесс. То есть за счет этого мы тоже достигаем определенного эффекта сокращения времени. Якутия попала в 5 претендентов первой национальной премии в области креативных индустрий под названием Russian Creative Awards. На участие было подано свыше 3000 заявок из 72 регионов России. Члены экспертного совета определили топ-5 претендентов на победу в 10 кросс-индустриальных номинациях. Якутия претендует на звание «Креативный регион» наряду с Москвой, Ульяновской областью, Нижним Новгородом и Ханты-Мансийским автономным округом. Якутия и фонд Сколково укрепляют сотрудничество. На полях международного форума «Открытые инновации» в Москве стороны провели ряд рабочих встреч. Сколково и Якутия взаимодействуют вот уже на протяжении 9 лет. Ключевым событием стал 2019 год, когда технопарк Якутия получил статус регионального оператора фонда Сколково и расширил возможности своих резидентов. Репортаж нашего корреспондента в Москве Айсены Бурнашовой. Вакцины от мыта, переработка рыбных отходов в муку, средства от обморожения и многие другие проекты. Сегодня 12 якутских компаний являются резидентами Сколково. Они создают уникальные продукты, получая федеральные льготы и поддержку стартапов, чтобы придать еще большую динамику и рост технологических решений. Уже в следующем году между Якутией и фондом Сколково будет подписано соглашение о сотрудничестве на 10 лет. Мы считаем, что региональный оператор Сколково в Якутии один из лучших, он постоянно в тройке лучших по нашим оценкам. Растет и число стартапов, и их качество, предлагаются конкретные решения, которые уже внедряются на практике, в том числе в медицине и в ряде других направлений. Активно работает технопарк, мы сотрудничаем с университетом. Сейчас самое время эти планы освежить. Совместная работа коснется и онлайн-образования. Так, проблемы с нехваткой учителей физики или информатики в якутских школах сможет решить Сколковский образовательный центр. Алексей Сергеевич поставил задачу решения проблемы малокомплектных школ. И вот мы сейчас обсуждали создание такой образовательной платформы для якутских школ,
для якутских семей, для того, чтобы такой пилотно запустить в Якутии. И чтобы лучшие образовательные технологии сколковские учили наших детей. И когда спросили, как измерять, измерять это результаты ОГЭ и ЕГЭ. Отличная возможность показать инновационные идеи широкому кругу инвесторов появилась и у якутских разработчиков. Уже в мае следующего года во время международной конференции «Стартап Village» в Сколково пройдут Дни Якутии. Ожидается насыщенная деловая программа, а также установка Сергея в самом сердце российской Кремниевой долины. Мы поставим большой шатер, в который соберутся все инвесторы. Там собираются 800 или больше инвесторов. И они увидят первыми якутские стартапы. Но это все не случайность, это закономерность правильных событий, правильных поступков, правильных решений и сообщества правильных людей, которыми богата Якутия. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. К другим темам дополнительное финансирование из федерального бюджета получат регионы на строительство и ремонт дорог до конца года. Якутии выделят 300 миллионов рублей. Это позволит охватить больше автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и провести ремонт улично-дорожной сети городских агломераций. Всего дополнительное финансирование получат 23 региона России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги направят регионам по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и по другим госпрограммам. В республике стартовал 15-й юбилейный форум «Шаг в будущую профессию». О его значимости и планах на будущее в сюжете Надежды Саханской. Выставка инженерных проектов, фестиваль молодых модельеров и дизайнеров, интернет-олимпиада и марафон бизнес-идей. Это и многое другое ждет студентов среднего профессионального звена, которые принимают участие в 15-м форуме «Шаг в будущую профессию». Ребята, которые получают специальность, получают ту или иную профессию, они могут применить свою исследовательскую инициативу для того, чтобы выполнять интересные проекты. Проекты не только связанные с самими научными исследованиями, но и носящие часто прикладной характер. Само мероприятие проходит в нашей республике уже в юбилейный 15-й раз. Начиналась история в 2007 году, когда появился научно-практический фестиваль «Шаг в будущее». Начиналось все, наверное, с идеи. Подсмотрели, что есть большой форум «Шаг в будущее», да? А туда не очень активно участвовали, наверное, студенты среднего профессионального образования. А так как их довольно-таки много, и 15 лет назад начался этот форум «Шаг в будущую профессию». То есть молодые студенты, молодые будущие профессионалы узнают что-то новое о своей будущей профессии, что там именно в части технологий происходит, какие-то новые исследования свои проводят. Так зародилась эта добрая традиция и очень активно до сих пор продолжается и развивается. Разумеется, такое мероприятие – раздолье для учащихся по техническим направлениям подготовки. Студентам колледжей и техникумов уделяется особое внимание. В этом году был разработан специальный логотип, который символизирует собой среднее профессиональное звено. В этом году форум посвящен Году науки и образования. Однако организаторы уже планируют программу мероприятия на следующий год. Мы предлагаем, я надеюсь, что это будет принято, мы предлагаем посвятить Михаилу Ефимовичу Николаеву, его имени, потому что есть целый ряд стипендий, которые были учреждены при нем. Система профтехобразования на самом деле у нас в регионе была сохранена в трудные 90-е годы и сейчас продолжает жить. И плюс следующий год, он ведь юбилейный для всей республики. 100-летие Якутской АССР, 100-летие Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия и 30-летие системы целевой подготовки кадров, которая тоже была заложена на этапе формирования новой государственности нашей республики. Я бы в летчики пошел, пусть меня научат. Эти строки, ставшие уже классическими, полностью описывают суть форума «Шаг в будущую профессию». Участников традиционно ждут многочисленные мероприятия, которые помогут сделать большой шаг в науку. И продлится все это до 12 декабря. Надежда Саханская, Артем Алексеев, Якутск. С необычной задачей столкнулись пожарные Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона. Итогом программы боевой подготовки личного состава в текущем году стали пожарно-тактические учения в театре кукол. Сюжет Ирины Кичигиной.
По тактическому замыслу произошло возгорание сценической части на площади более 50 квадратных метров. В 9 утра в Нерюнгринскую пожарную часть поступил звонок, что в театре начался пожар. Когда пожарные прибыли на место, их встретили подготовленные актеры. Они со свойственным им мастерством разыграли паникеров, зевак и блогеров, которые своими действиями мешали работе пожарной команды. Мы скандалили, путались под ногами. Всячески мешали им делать свою работу. Притом мы их путали. Да. Мы говорили не в тех местах, где у нас находилась потеряшка. Я потеряшка, Маша, здрасте. Да. Но нашли достаточно вообще быстро. Очень оперативно они меня вывели из кабинета. Мы выключили все электроприборы, ну как нужно это делать. Провели меня на выход. Я жива, спасибо. На устранении пожара были сосредоточены силы и средства всех подразделений Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона. Это 8 единиц основной техники, 3 единицы специальной техники и в соответствии с боевым расчетом более 65 человек личного состава. Сработали оперативно, я так считаю. Ну, со своей задачей, я думаю, что справились в полном объеме. Но при разведке пожара, конечно, мы работаем, если это непосредственно в непригодной для дыхания среде, в полном обмундировании, значит, звеньями ГДЗС, это дыхательный аппарат, спасательное устройство, это шансовый инструмент, это рукавная линия, которая протягивается, ну и остальное оборудование. Кроме этого, определялся уровень знаний личного состава по выполнению поставленных задач, тактикам и приемам тушения пожара и работе газдымозащитной службы. На условном пожаре был создан штаб пожаротушения и боевые участки. В период подготовки и проведения тактических учений были проведены занятия с личным составом, значит, изучен данный объект, значит, его тактические характеристики, приемы и, значит, готовность персонала охраны этого объекта, на котором происходит тактическое учение, с целью также определения их уровня и готовности по эвакуации зрителей и персонала с данного объекта. Подобные учения проводятся регулярно. В 2021 году их было запланировано 10. Некоторые прошли как командно-штабные, а большая часть прошла с практическим применением личного состава и техники на объектах. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Продолжаем выпуск. Какие виды мошенничества в Ленске самые частые? В теме разбиралась наш корреспондент Анна Кожевникова. На лидирующих позициях среди видов мошенничества в Ленске до сих пор остаются звонки от лжеработников банков, а иногда и от псевдосотрудников правоохранительных или надзорных органов. Стали распространенными во время пандемии и завлекающие оповещания, выскакивающие в браузере о различных выплатах. Также много сегодня копий сайтов продаж, которые сложно отличить от настоящих. По итогам 11 месяцев у нас совершено 45 случаев мошенничеств и 16 фактов – это краж денежных средств с банковских граждан. Но способы все одни и те же, только добавляются маленечко новые способы. Это такие способы, как люди у нас начинают вкладывать денежные средства в различные инвестиционные фонды с целью быстрого получения прибыли. Так, в недавнем времени самый крупный ущерб потерпели именно жертвы инвестиционных форумов на суммы 1 600 000 и 1 900 000 рублей. Ленчанам пообещали получить невероятную прибыль за несколько дней с 1 миллиона сразу 1,5. Некоторые для этих целей берут кредиты. Как показывает следствие, ноги у этих инвесторов растут из-за границы. И сотрудникам правоохранительных органов сложно раскрывать такие преступления. Поэтому прежде всего важна профилактика. Если вы наблюдаете какие-то непонятной операции по вашим счетам, необходимо выйти на ближайшего представителя банка через службу безопасности и заблокировать карту. Если есть какие-то сомнения, все-таки рекомендуем снимать скрины со страниц, чтобы это впоследствии могло как-то облегчить работу правоохранительных органов. Если раньше в основном на уловки мошенников попадались пожилые люди, то сегодня у жертв нет возрастных границ. Поэтому будьте бдительны и не дайте себя обмануть. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Смарт-библиотека Якутска выпустила серию коротких мультфильмов о финансовой грамотности для школьников. Уже доступно 6 выпусков. Таким образом, инициатива молодых специалистов библиотеки выросла в целый проект. Они стали победителями гранта Алмаз-Эргенбанка по продвижению и разработке проекта по финансовой грамотности среди учащихся школ.
Так, в каждой серии мультфильма герои Бельчата узнают о том, что такое деньги, как появился рубль и многое другое. Например, в одной из серий Проша решает, что ему нужен новый телефон, а родители помогают ему начать копить деньги. Всего запланировано 10 выпусков. Посмотреть серии финансиков можно на YouTube-канале Смарт-библиотеки. Получается, мы рассматриваем отдельные темы, которые помогают ребенку начать планировать свой бюджет, правильно вообще распоряжаться деньгами. Почему мы вообще взялись за эту тему? Мы начали в 2019 году работать по проекту «Финансовая грамотность населения» у нас в библиотеке и понимали, что повышать уровень финансовой грамотности нужно с раннего детства. Только тогда человек, уже будучи взрослым, он сможет достигать свои какие-то финансовые цели, быть финансово свободным в этом плане. И нужно начинать с возраста, когда человек очень такой с гибким умом, очень хорошо впитывает новую информацию. И как раз-таки подумали, что мультики это будет самый идеальный такой вариант для детей. Спортивные игры народов Якутии в 2027 году пройдут в Нюрбе. Право на проведение спортивных игр Нюрбинский район получил по итогам голосования коллегии Министерства спорта. Всего в конкурсном отборе приняли участие 6 районов – это Алданский, Кобяйский, Ленский, Мегенгаласский, Хангаласский и Нюрбинский. Лидерами в итоге голосования стали Нюрбинский район, получивший 11 голосов, и Алданский, за который голоса отдали 10 членов коллегии. Истина восторжевала. После 30 лет, это в 2027 году, мы принесли большую радость для населения, спортивный праздник в городе Нюрба. Еще в 1997 году у нас прошли игры Манчар. В то время, сами знаете, таких масштабных мероприятий не было. Я от имени населения общественности Нюрбинского района благодарен членам коллеги Министерства спорта, что они поддержали нашу инициативу. В муниципальных районах развитие физического культуры и спорта идет должным образом. Есть очень много кандидатов, есть очень хорошие результаты. Много строится спортивных объектов за счет муниципальных районов, за счет республики, за счет федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Поэтому я еще раз уверен, что к 2024 году наша республика, индикатор, который обозначен президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, 55% населения систематически занимающихся, будет выполнен. Таковы итоги дня сегодня. Смотрите телеканал Якутия-24. Будьте всегда в курсе.